Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Заведения общепита и детские игровые залы вступили в силу некоторые смягчения ограничительных мер по ковиду. Инновации, цифровизация и мощные учебные кластеры. Якутская делегация выступила на площадках Международного конгресса «Молодые профессионалы». Итоги года и вектор развития будущего. Сегодня глава Якутии озвучит традиционное послание Государственному собранию Илтумен. Вступили в силу некоторые смягчения ограничительных мер по ковиду. Продлен режим работы заведений общественного питания и возобновлена деятельность детских игровых залов и аттракционов. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Так, режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлен до полуночи. Ранее заведения работали до 23 часов. Кроме того, разрешена деятельность детских игровых комнат, развлекательных центров и аттракционов при условии соблюдения санитарных правил. При этом допуск совершеннолетних граждан в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры и аттракционы возможен при наличии QR-кода. Дети до 18 лет могут посещать организации доп. Образования без сопровождения взрослых. Якутские экспонаты торжественно передали в музей Чингисхана. В Якутске с рабочим визитом прибывает генеральный консул Монголии в городе Иркутске. На встрече с гостем Министерство по внешним делам, а также Министерство культуры республики пообщались с монгольской диаспорой и вручили государственные награды. Также в фонд музея Чингисхана переданы книги якутского писателя Николая Лугинова и копия фильма «Тайна Чингисхана», снятого по мотивам его книги. Фильм получил мировой прокат и был закуплен в 67 странах. Новый музей Чингисхана откроют в следующем году в городе Улан-Батор. Но в году текущем внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ. Также стороны тесно сотрудничают в сфере спорта, культуры и образования. От нас поставляется сжиженный природный газ, но пока в небольших количествах, но мы думаем, что поставщик будет налаживать эти связи. Ну и, конечно же, тоже основную долю экспорта из республики составляют это ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные камни. Ну и Монголия тоже имеет планы поставок к нам своей продукции, в частности, продукции легкой промышленности, одежды, шерстяные изделия, меховые изделия. Вот об этом мы тоже говорили, для того, чтобы совместно создать условия для бизнеса Якутии и Монголии, чтобы они осуществляли эти поставки. Всемирная метеоорганизация признала новым рекордом для Арктики температуру плюс 38 градусов Цельсия, которую зафиксировали 20 июня 2020 года в якутском городе Верхоянске. Верхоянск находится в 115 километрах от полярного круга в Восточной Сибири с чрезвычайно суровым сухим континентальным климатом, для которого характерны длинная, очень холодная зима и короткое, жаркое лето. Метеонаблюдения там ведут с 1885 года. На ледовом автозимнике Хатас и Нижний Бестях увеличена грузоподъемность до 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии. Специалисты МЧС провели замеры толщины льда на различных участках переправы. Минимальная составляет 67 сантиметров, максимальная до 80 сантиметров. Кроме этого, теперь разрешено движение транспорта весом до 25 тонн по зимнику «Удачный Оленек» на автодороге Анабар в Мирнинском и Оленекском районах. До конца года жители 10 поселений Ленского района Якутии получат доступ к высокоскоростному интернету. Сейчас подводят последние линии к жилым домам селян. Это совместный проект администрации Ленского района и компании «Ростелеком». На эти цели предусмотрено 34 миллиона рублей, из которых 14 миллионов оплатила районная администрация. Напомним, в прошлом году завершился масштабный проект, подвели оптоволокно к населенным пунктам и подключили к интернету социальные объекты. В проект вошли села Мурья, Батамай, Северная Нюя, Дорожный, Бечинча, Чамча, Ортанахара, Нюя, Турукта, Натара. Все соцобъекты в данных поселениях к интернету подключили сразу. Теперь доступ к мировой паутине появится у жителей этих сел.
В Якутске стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционное развитие России 20 и 21 века». Мероприятие посвящено 85-летию заслуженного юриста России, заслуженного работника Народного хозяйства Республики профессора Дмитрия Миронова. Он преподавал на юридических факультетах Ярославского, Оренбургского, Якутского университетов и Всесоюзного юридического заочного института. Автор более 100 научных работ. Участники конференции обсуждают вопросы юриспруденции и законодательства не только нашего региона, но и страны в целом. И эта конференция посвящается конституционному развитию России от прошлого века до нынешнего века. И это не случайно, потому что вся жизнь, вся научная деятельность Дмитрия Николаевича Миронова была посвящена конституционному развитию не только Республики Саха-Якутия, но и конституционному развитию Российской Федерации. Поэтому эта конференция абсолютно так ложится на жизненный, научный и трудовой путь Дмитрия Николаевича Миронова. Инновации, цифровизация и мощные учебные кластеры. Какими будут колледжи России в будущем? Этот вопрос стал главным на площадках Международного конгресса «Молодые профессионалы», который завершается в Москве. С какими проектами в столицу приехали наши земляки, узнаем у Максима Кардозу. Якутия на конгрессе «Молодые профессионалы» решила сразу удивлять экспертов грандиозным проектом «Суперкампус». На территории Кангаласов должен появиться новый студгородок, который объединит 12 различных колледжей. Объединение дает объединение ресурсов. То есть одно дело создавать, допустим, спортзалы для 10 колледжей, другое дело создать что-то большое, современное. Отсутствие дублирования, более эффективное использование, максимизировать использование вообще ресурсов, минимизировать бюджетные затраты и повысить качество на более высокий уровень. По мнению экспертов, за такими кампусами будущее среднеспециального образования. И во время конгресса участники обсуждали поддержку на федеральном уровне подобного проекта, который получил название «Профессионалитет». Проект «Профессионалитет» — это создание, по сути, суперколледжей, да, немножко меньше, чем мы замахиваемся у нас, но все-таки которые будут концентрироваться вокруг какой-то либо крупной отрасли или крупного моноотраслевого предприятия региона. Мы предварительно у себя определили участников в этом конкурсе в следующем году и с удовольствием посмотрели опыт других коллег. Во время конгресса Якутия представила и результаты работы Центра опережающей профессиональной подготовки. Он был открыт в 2020 году, и его специалистам уже есть чем гордиться. Создание Центра опережающей профессиональной подготовки, который сегодня в регионе выступает по принципу одного окна, предоставляет возможность всем категориям населения пройти профессиональную переподготовку, получить новые компетенции, участвовать в таких федеральных проектах, как содействие занятости населения. Очень много современных профориентационных проектов реализуется в рамках нашего ЦОП. Проект «Пуск» – передвижной учебно-строительный комбинат, который вошел в число лучших проектов Минпросвещения России. Мы сегодня показываем, как дистанционно можно обучить рабочим профессиям населения нашего региона. Регионы активно к этому подключаются, говорят, что и хотят его тоже масштабировать на свои регионы. Одним из таких проектов также является наш проект «Про опережение», где мы учим в ходе конкурса проектировать онлайн-курсы наших ребят. Цифровизация и инновации теперь прочно ассоциируются с якутскими колледжами. За последние 3 года в среднеспециальных учреждениях республики появилось больше 40 мастерских, где на современном оборудовании проходят обучение студенты. Причем в ближайшие 3 года количество таких мастерских увеличится вдвое. На эти цели уже предусмотрено 200 миллионов рублей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В Хангаласском районе провели республиканский форум «Молодежный парламентаризм» в Якутии. Мероприятие организовал молодежный парламент при Госсобрании республики. В работе форума приняли участие около 60 членов молодежных общественных объединений. Форум направлен на привлечение молодежи к законотворческой деятельности, разработке и реализации эффективной молодежной политики в регионе. Образовательная программа прошла в смешанном формате, онлайн и офлайн. По итогам работы принято решение проводить данное мероприятие ежегодно. Молодежный парламент будет курировать работу и вообще развитие молодежной палаты при районных советах депутатов. Он будет работать именно как консультативный орган. В настоящее время у нас есть 2 молодежные палаты. Первый это в Чероптинском улусе, второй в Намском. Следующие у нас будут в Хангаласском и Алюкминском улусе.
Покровское звероводческое хозяйство намерено увеличить производство высококачественной пушнины. Всего там содержат 920 соболей и 1500 серебристо-черных лисиц. Зверохозяйство планирует приобрести новые виды серебристо-черных лисиц и песцов скандинавской селекции. Учитывая, что скандинавских зверей разводят по другим технологиям, достигнута предварительная договоренность на обучение работников хозяйства. Также хозяйство ожидает сертификацию, что подтвердит качество в соответствии с европейскими стандартами звероводства и даст возможность продавать шкуры пушных зверей на европейском аукционе. Картина ученицы детской школы искусств будет украшать Дом правительства республики. Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков приобрел картину юной художницы Алданы Винокуровой. Подробнее о картине и маленькой художнице расскажет Марфирина Алексеева. Юную художницу Алдану Винокурову с самых малых лет интересует рисование, лепка и все, где можно создать что-то прекрасное. Картина «Чудо в перьях» для девочки особенно любима. В ней она отобразила свою любовь к книгам, а также изобразила тотемное животное ее семьи. Я люблю такие волшебные сказки читать. Или еще приключения у окна читать. Это очень красиво и в тишине. Ночью. Вообще сова в нашей жизни играет огромную роль, потому что это, можно сказать, некий тотем по линии отца Алданы. И сова всегда сопровождает нашу семью. Продажа картин маленьких художников – идея волонтеров. Инициативная молодежь организовала благотворительную акцию «Нарисовать себе сказку». Тем самым поддержать творчество ребят и помочь реализовать художественный потенциал с помощью вырученных средств. Неравнодушные люди также поддержали идею акции и пожертвовали денежные средства для покупки расходных материалов для создания картин. И мы закупили материал на как раз реализацию проекта. На 5000 рублей получилось 10 холстов, акриловые краски, кисточки, которые предоставили души сами тоже. Собственно, мы отобрали 10 ребят, которые, по мнению преподавателей, вместе согласовали список из 10 ребят, которые должны получить поддержку. Подарить детям сказку решил и заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Он приобрел картину Алданы Винокуровой. Со слов зампреда, «Чудо в перьях» произвело впечатление с первого взгляда. Я, увидев эту работу, сразу попросил меня с ней познакомить. И я захотел купить у нее эту работу, потому что действительно молодых художников с таким стремлением, с таким отношением, тем более талантливых, я считаю, что это очень важно поддерживать. В случае эта картина будет висеть в Доме правительства №1. Поэтому все, кто будет приходить в кабинет, будут ее видеть. Цена картины – 10 000 рублей. Это первая, но далеко не последняя проданная картина Алданы. На вырученный гонорар художница планирует приобрести графический планшет для рисования, а в будущем юная художница хочет стать дизайнером-модельером. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня глава Республики Саха-Якутия озвучит традиционное послание Государственному собранию Юлтуме. Айсен Николаев подведет итоги уходящего года и наметит основные направления развития Якутии на следующий год. Прямая трансляция послания главы республики стартует на наших каналах в 11:40. Вначале вспомним послание прошлого года. Эксперт в нашей студии обозначит ожидания от нового документа. Затем ровно в полдень Айсен Николаев обратится к народным избранникам и общественности. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.